Для любителей смешанных боевых единоборств июль окажется жарким, и дело не в 40-градусной температуре. Поклонники ММА в ожидании поединков лучших ингушских бойцов сразу на нескольких крупных турнирах. Конечно же, самым ожидаемым спортивным событием года является битва в горах, которая традиционно проходит в живописном Джайрасском районе. На седьмом по счету турнире «Битва в горах» от Ингушетии представлено 8 бойцов, большинство из которых уже имеют опыт выступления на этих соревнованиях. До начала турнира остается не так много времени, поэтому наши спортсмены уже прибыли в Джайрасский район для проведения сборов и, конечно же, акклиматизации. В числе участников турнира значится один из самых универсальных бойцов Муса Арбоков. На прошедшем турнире «Битва в горах» наш боец успешно дебютировал, не оставив никаких шансов своему сопернику. Прекрасное ведение поединка в партере и добивание, как подтверждение того, что с этим парнем не стоит лезть в борьбу. Дебют позади, а значит и уверенности к следующему турниру больше, но в смешанных единоборствах одной уверенности недостаточно. Именно поэтому Маусар уделяет большое внимание тренировочному процессу, оттачивая каждый компонент до автоматизма. А какой план на поединок построил наш боец, мы узнаем 21 июля. Второй раз уже будешь участвовать на «Битве в горах». Вот насколько ты готов ко второму для себя турниру «Битва в горах» и чувствуешь ли ты себя уже увереннее? Ну, чувствую себя очень хорошо, очень хороший настрой у меня, готовились. Вот буквально прошлую неделю прошли физический сбор у нас дома в Малгобеке. Сейчас уже будем в основном уже делать кардио-тренировки, подготавливаться уже к бою и тоже последнюю неделю будем готовить вес уже. Смотри, Мусу, за последнее время ты провел несколько поединков. Успел ли ты восстановиться и как ты себя чувствуешь?
Да, на данный момент я чувствую себя очень хорошо. Были некоторые травмы, подлечился, тоже форму набрал снова. Думаю, хорошо выступлю. И ну, смотри, насколько это для тебя важный турнир в Битве горах и какой ты результат хотел бы там показать? Ну, конечно, хотелось бы выиграть, порадовать своих болельщиков, всех родных. Турнир будет проходить у нас дома. Это очень для нас важный турнир, один из главных турниров нашей республики. Соперник у меня очень хороший, тоже таких соперников у меня раньше не было, очень опытный и по рейтингу очень идет хорошо. Соперник сам по себе является грэпплером, в основном он ведет борьбу в партере, очень хороший грэпплер, занимается джиу-джитсу, выиграл много боев болевыми приемами. Так он в стойке тоже неплохой. Ну, мы знаем, что ты тоже борец и обладаешь прекрасными навыками. Какой у тебя план на поединок? Или пока ты не будешь свои козыри раскрывать? Пока не буду, но есть кое-какие планы насчет него. Думаю, сработает. Один из самых талантливых ингушских бойцов Темирлан Аздоев буквально ворвался в смешанное единоборство, показывая очень яркие и зрелищные бои. Темирлан – базовый каратист и обладает прекрасной ударной техникой. Как знать, может на 7-м турнире «Битва в горах» мы снова увидим шикарный нокаут вертушкой, только уже в исполнении младшего брата Ингисана Аздоева. Разница чувствуется, по-моему, как так мы находимся на воздушности. Это чувствуется. И, ну, для того и приехали, чтобы оптимизироваться, чтобы привыкнуть тут. Впрочем, тренировка у нас проходит очень хорошо. С нашими лучшими бойцами республики собрались. Очень много спортсменов, 30 человек, кажется. Друзья, конечно, поддерживают. И с каждым участником у нас приехали по 2 человека, чтобы помогать нам. Они помогают во всем, даже не дают нам таскать сумки, даже, чтобы мы отдыхали. Это помогает нам и мотивирует нас. Для меня это, конечно же, ответственный момент. Надежда должна оправдать надежду тренера и своего брата, и, конечно, надежду республики. Я не должен подвести даже президента Федерации ММА Республики Машхора Магомедова, который дал мне возможность выступить на данном турнире. Ну, ответственность я чувствую очень большую. Садо Учар представляет, турок сам, представляет Австрию, кажется. Вот. Но он таец, у него ударка, и есть еще грэпплинг, джиу-джитсу там. Неплохой боец, но неудобен тем, что он высокий и у него длинные конечности. Ну, думаю, у нас получится. Готовил хорошо, потому что мы и вместе с Рамаданом проводили тренировки, тренировались 2 раза в день, несмотря на пост. И сейчас уже нагружаемся все больше и больше, чувствую себя хорошо вполне. Ну, главное, у нас самая сложная весогонка. Если это пройдет, то, думаю, все будет хорошо.
Федерация ММА Ингушетии каждый год организовывает подготовительные сборы в горной части региона. На этот раз в Джайрасский район приехало 30 перспективных бойцов. Тренировки проводят на открытом воздухе и в зале. Разница, конечно, очень большая. Здесь горы, здесь воздух чистый. Намного приятнее, если честно. Ну, поскольку, что бы мы ни говорили, горное место с Ингушетии очень вдохновляет, поскольку еще и родные стены. Будем, все зависит от нас, сделать правильно, все, что говорит тренерский штаб. Вот смотри, Аслан, здесь сегодня собрались одни из наших лучших топовых бойцов, то есть вас всех здесь собрали из разных залов. Насколько значимо обмениваться опытом? Да, конечно, это очень колоссальный опыт, поскольку парни заряжены, так сказать, по-спортивному. Очень принципиальные бывают у нас спарринги. Мы здесь учимся, чтобы в рейджи показывать зрелище. Смотри, Аслан, еще с вами здесь тренируются наши участники предстоящего турнира «Битва в горах». На твой взгляд, насколько у нас сильный состав выставлен на этот турнир и что ты ожидаешь для себя? Состав, если честно, очень бомбовый. Все парни заряжены, готовы к своим поединкам. Алхамдулилlah, без травм подошли. Впереди еще двухнедельный сбор. Надеемся на лучшее. Будем друг другу помогать, как, чем можем. Помимо участников турнира «Битва в горах» на сборы приехали и братья Саговы, которым 29 июля предстоит выступить на турнире Гран-при Беркут Янг Иглс. В поединке за выход 1/8 Исмаил и Ибрагим выиграли очень уверенно, нокаутировав своих соперников. Теперь, когда дебют на турнире позади, начинается самый сложный этап, поэтому и тренироваться нужно, не жалея сил. Приехал недавно, разница в первые дни была сильная, потому что разница между равниной, откуда я приехал сюда, 1800 метров. Воздух разряженный, чистый, дышать тяжеловато было первые дни, спать тоже. Сейчас уже адаптировался, тренировки проходят более сглаженно, более выносливо. Вот. Поэтому намерен дальше развивать свое дыхание, подтягивать стойку, слушать своего тренера, который так много вкладывает для нас. Большое спасибо ему. Смотри, Исмаил, еще многие эксперты, то есть тренеры говорят, что из борца проще сделать ударника, чем из ударника борца. Вот как ты считаешь? Ну, на своем личном примере, смотрю тоже на брата своего родного. Да, так оно и есть. Из борца намного легче сделать ударника, чем из ударника борца, потому что мы борьбой занимаемся довольно-таки долгое время, понимаешь, и мы ударкой начали заниматься 3-4 месяца, мы уже ударку освоили, а там уже техника, ошибки, вот это все уже постепенно мы тоже стали набирать, и уже вот сейчас, в принципе, ударка, не скажу, что в совершенстве, но в очень хорошем. К предстоящему поединку я готов гораздо лучше, я намного больше времени уделил сейчас подготовке своей выносливости, ударной технике, вот. Следовал дисциплине тренера, по которой я уже занимаюсь 2-3 месяца. Надеюсь показать хороший, красивый бой. Быстрый, красивый, четкий. Братья Саговы перешли в ММА из вольной борьбы, но, наблюдая за тренировками этих парней, понимаю, что помимо борьбы в арсенале у Ибрагима и Исмаила имеются и другие навыки. Особенно выделяется ударная техника.
Разница существенная, так как в прошлом году еще я был на очень сильном весогоночном процессе, сейчас такого нету. И вот тренер персональный у нас Моусер, и тренер, и друг, вот команда у нас своя небольшая, и не жалеет нас абсолютно, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, поэтому разница есть большая, все те недочеты, которые были и в прошлом, ну, из года в год в любом случае прогрессируешь, поэтому нормально все как надо, алхамдулилlah. Ну, то есть сейчас и в прошлом году ты также говорил, что чувствуется разница между тренировками на равнине здесь, и в этом году то же самое, да? Ну, могу я поменяться, но горы и воздух не меняются, поэтому все как оставалось прежде, так и остается. Вот акклиматизация буквально дня 3-4 сейчас пройдет, и все, уже, думаю, полегче будет. Но опять же на равнину как спустимся, там уже гораздо легче будет дышать. Смотри, всего пару недель остается до начала твоего следующего поединка на этом турнире. Вот насколько ты к нему готов и какой результат ты намерен показать? Подготовку мы проходили около 3-4 месяцев, как Моусер сказал. Тренировки были в мощном таком нещадящем режиме. Поэтому готов, абсолютно очень хорошо готов. Выложусь на все 100. На протяжении нескольких месяцев над улучшением ударной техники с братьями работает тренер по боксу Моусар Баркинхоев. По его словам, за столь короткое время эти ребята сумели в разы подтянуть свою ударную технику. Кропотливые тренировки, конечно же, желание самих спортсменов совершенствовать свои навыки. Вот залог успешного выступления на любом турнире. Регулярно мы уже начали месяца 3-4. С Исмаилом 2 месяца, с Ибрагимом 3-4. Так, в основном акцент делаем на стойку. Они базовые борцы. Скорость добавляем, технику добавляем. Стараемся напряжение работать. Вот чувствуется разница между тем, что было раньше, то есть в начале и сейчас? Развитие? Ну да, более стойкие защиту стали соблюдать, уходить от соперника, не останавливаться. Скорость добавилась, что и у Ибрагима, что и у Ислама. Вот непосредственно тренировки здесь, которые проводятся на открытом воздухе и на столь высокой точке, то есть насколько они сильно влияют на выносливость спортсмена и насколько они необходимы? Вот сейчас я замечаю, вот мы то, что делали на Зране, там, в Фоке, там, то, что там происходило, и то, что сейчас здесь. Здесь они более и устают, более задыхаются. Ну, это им на пользу. Очень скоро им предстоит снова выступить на турнире Berkut Young Eagles. Вот что ты ожидаешь от поединков и насколько они перспективны? Мы подготовимся на все 100% и будем наилучшего от них ожидать. Это победы, конечно. 7-й по счету турнир «Битва в горах» обещает быть по-особенному зрелищным. Помимо основных поединков, любители смешанных единоборств могут увидеть 2 чемпионских пояса с участием Маусара Евлоева и Хамзата Далгиева. Про подготовку действующих чемпионов Лиги М1 Global к защите чемпионских поясов мы расскажем вам в следующей программе.